Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической обстановке в республике на сегодняшний день. Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 29 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске фиксируется 20 случаев, в Алданском, Ленском, Алюкминском районах, в Мирнинском, Нерюнгринском, Алюкминском, Татинском и Тампонском районах по одному случаю. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, исходя из недельного среза, необходимо обратить внимание на то, что тенденция к снижению выявления случаев находится на стабильном уровне и нет снижения дальше. В связи с тем, что начинается, соответственно, сезон более высокой вирусной нагрузки на граждан, связанных с ОРВИ и гриппом, просим особо тщательно соблюдать меры, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия. За сутки в учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзора Республики проведено 1500 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 018 477 тестов. В настоящий момент в республике полномассово идет вакцинация населения. Поступило в целом вакцины 102 712 доз. Первую вакцинацию прошли уже 63 255 человек. Полностью вакцинированных на территории республики 53 350 человек. Вакцинация проходит в целом во всех медицинских учреждениях республики. На настоящий момент заканчивается поступление вакцины даже в самые дальние населенные пункты республики. В целом использовано 62,2% от поступившей вакцины. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, хотелось бы обратить ваше внимание на ту тенденцию, которая сложилась в целом в Российской Федерации. Необходимо обратить внимание, что яркого снижения заболеваний уже в Российской Федерации по данным Управления Роспотребнадзора не обозначается. В связи с этим просим еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Безусловно, весна приводит к тому, что мы начинаем более свободно себя чувствовать, и мы видим по цифрам, что в принципе снижение определенно есть. Но тем не менее могут быть и, соответственно, ситуации, которые спровоцированы нами же самими в связи с нарушением норм санитарно-эпидемиологических правил. Оценка ситуации медицинских организаций по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться в учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. На настоящий момент задача, которая ставится перед учреждениями здравоохранения, является реабилитация тех, кто переболел ковидом. В данном направлении работают реабилитационные центры. Поступление на реабилитацию осуществляется, соответственно, через направление поликлиник по месту жительства граждан. Кроме того, на настоящий момент Министерству здравоохранения поставлена задача, и она выполняется уже в течение 1,5 месяцев, осуществить профилактические диспансерные и стационарное обследование пожилых граждан, которые в течение всего этого времени находились на изоляции. Их реабилитация сегодня также необходима. Здоровья всем! Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке. А мы переходим к выпуску новостей. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Ленский район готовится к весеннему ледоходу. Строительство берегозащитного укрепления завершили на реке Лени в поселке Нижний Бестях. Мебель для столовых, посуда и другое технологическое оборудование появилось в школах Алюкминска. Сколько образовательных учреждений оснастят? Акция «Весна на НВК» состоится уже в это воскресенье. Переносная студия «Радио Ты-Тим» работала в Тампонском районе.
Дополнительные меры защиты россиян от коронавируса к 9 апреля поручил подготовить премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы Кабмина, очень важно не допустить в России такой же ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже объявили о начале третьей волны. Он привел в пример страны Америки, Европы и Азии.